В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим ее итоги. В республике вновь обострился вопрос утилизации бытовых отходов. Еще 4 апреля несколько десятков жителей Маяка заблокировали въезд на свалку для всех мусоровозочных машин. Основное их требование – закрыть и перенести несоответствующую нормам свалку в другое место. В понедельник с жителями микрорайона встретился президент Рауль Хаджимба. Глава государства пояснил собравшимся, что моментальное закрытие свалки не представляется возможным, и на строительство нового мусорного полигона понадобится не менее полугода. Однако жители Маяка не хотят ждать, продолжают акцию и не пропускают на территорию городской свалки мусоровозочные машины. Проблема утилизации бытовых отходов и состояния мусорных полигонов возникла в нашей стране не сегодня. Что касается Сухумской городской свалки, то еще в советские времена она была предметом недовольства и возмущения жителей Маяка. Об акциях протеста против мусорных свалок и попытках решения мусорной проблемы в репортаже Беллы Кварчия. В столице Абхазии, как, впрочем, и в других ее местах, не теряет актуальности проблема вывоза и утилизации мусора. Жители Сухума, Гудауты, Гагры, других городов и поселков страны на протяжении как минимум 15 послевоенных лет ждут решения этого вопроса с завидным терпением, периодически, однако, теряя его. Не раз на протяжении всех этих 15 лет люди, которым выпало несчастье жить близ мусорных свалок, проводили акции протеста, стремясь обратить внимание власть имущих на их беды. Легко понять, в чем они состоят. Люди вынуждены жить в условиях полной антисанитарии, угрожающей жизни и здоровью, в окружении неизбежных спутников мусорной свалки, насекомых, змей, грызунов. Мы требуем чистого воздуха. Мы воздух хотим здесь. Дети, школа рядом. Воздуха нет. Вечером, ночью садится туман. Дышать невозможно. Кондиционер даже внутри спальни затягивает этот запах. Вы представляете? Мы народ просим закрыть эту свалку, перенести за город. Другого выхода нет здесь. Это уже город, центр города. Самая крупная мусорная свалка в стране в районе Маяка в Сухуме появилась еще в 1958 году. За это время ежедневно разрастаясь вширь и вглубь, принимая в себя все возрастающие отходы человеческой жизнедеятельности, территория свалки достигла опасной близости к домам людей. Логично было бы предположить, что над решением проблемы мусора задумаются заранее, предвидя, что со временем она будет становиться только острее. Однако по множеству причин этого не произошло. Может быть, в силу неверной оценки важности вопроса. Возможно, из-за нехватки средств, а возможно, привычки принимать пожарные меры вместо заблаговременных. Как бы то ни было, практически каждый год или же раз в 2 года у нас происходят более или менее крупные акции протеста из-за мусорных свалок. Не убирает, не чистит, ничего не делает, просто сыпят и сыпят, а озеро выходит и в дом идет все. Я сам следил. Значит, приходят, выгружают, где попало, как попало. Все вот эти наши разговоры о том, что полигон будет существовать и тому подобное, да, тогда просто слушаю, у меня лично другое мнение. Утром, лично я в 6 утра, когда просыпаюсь, я просыпаюсь от того, что задыхаюсь. Что сегодня вы можете предпринять для того, чтобы, я не обращаюсь только к вам, я обращаюсь ко всем представителям государственных органов, по поводу дыма.
Это проблема не Гагарского района, это проблема республики, так как Гагарский район самостоятельно не может решить. Тем более, что сейчас, после того, как закрыли в Гудаутском районе мусорную свалку, с нового фонда с Гудаутского района мусор привозится сюда. Всякий раз представители уполномоченных органов, независимо от того, какой президент был у власти, обещали решить проблему. Организовывали перевозку мусора из района в район, из города в город, говорили о строительстве высокотехнологических заводов по переработке и утилизации мусора, о привлечении к этому иностранных инвесторов. Однако, оглядываясь назад, приходит понимание, что ВОЗ и ныне там. Летом 2011 года люди также протестовали из-за свалки на Маяке. Только что избранный президент Александр Анкваб срочно созвал совещание для поиска путей решения проблемы. Вывозить мусор на эту свалку прекратили. Отходы из Сухума решили возить под Гудауту. Столичные власти взялись навести порядок на мусорном полигоне в районе Маяка. Здесь стоит отметить, что полигоном Маякская свалка как таковой не является. Полигон предполагает полную изоляцию мусорных отходов от окружающей среды. Здесь уместнее говорить о специальном месте под мусор. Так вот, в 2011 году начались масштабные работы на свалке. Мы организовываем такие ямы, которые подъезжают машины, выбрасывают мусор. После этого работает бульдозер, выравнивает их. После того, как слой достигнет определенного предела, он будет засыпан теми отвалами, которые находятся по бокам этой ямы. И такие ямы будем делать рядом друг с другом, чтобы сам мусор не был на поверхности земли. Было вырыто 11 котлованов, в которые сваливались отходы. Затем прессовались и покрывались толстым слоем земли. На какое-то время острота проблемы была снята. Места, где существуют мусорные свалки в Абхазии, накапливаются и разрастаются. Они периодически горят, травят воздух, почву и воду. Мусор ежегодно свозится в санкционированные свалки. В одном из интервью председатель Госкомитета по охране окружающей среды Савелий Читанава рассказал, что Гудаутская свалка расположена в 6-7 километрах от Нового Афона и вплотную примыкает к пляжной полосе. Цандрипшская образовалась в 4 километрах от берега моря, а жилые дома находятся примерно в 500 метрах от нее. А Чимчирская, единственная огороженная свалка, под нее специально отводилось место. В Тхварчале и Гале по несколько свалок. Какова точная картина на сегодняшний день, неизвестно. Кроме того, стоит учитывать, что по всей стране есть места, в том числе и заповедные, где образуются стихийные свалки. Благодаря привлеченным инвестициям появился мусороперерабатывающий завод в Гагре. Однако, учитывая объемы перерабатываемого там сырья, его эффективность сомнительна. 4 декабря прошлого года жители Маяка стали вновь собираться на акции протеста и требовать закрытия свалки. К митингующим приезжали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, мэр Сухума Адгур Харазия. В декабре 2018 года президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение, в котором поручил администрации Сухума принять меры. Был вырыт новый котлован. Свалку на Маяке передвинули вглубь территории котлована, что решило проблему на 3 месяца. Но в корне это ситуацию не изменило. Жители Маяка по-прежнему блокируют дорогу на свалку. Городской мусор вывозят на территорию гаража спецавтохозяйства. В сутки его поступает до 1000 кубометров, и места в гараже практически уже нет. Мы хотим дышать чистым воздухом, мы хотим, чтобы к нам приезжали туристы, мы хотим, чтобы у себя в домах люди, чтобы в гостиницах при ближайшей полосе на берегу моря, чтобы приезжали, чтобы не воняло. Мы думаем о своих детях, о будущем поколении. Мы требуем немедленное закрытие Сухумской свалки. Как говорит мировой опыт, для решения мусорной проблемы нужны не реактивные действия для снятия напряженных моментов в тех или иных местах. Нужна специальная государственная программа, которая в целом будет направлена на поддержание окружающей среды. Хорошая экология, светлое будущее нашей страны. Ради этого не стоит жалеть ни усилий, ни средств. Ведь скупой платит дважды. Была Кварчи для событий недели. В четверг президент Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности по вопросам складирования твердых бытовых отходов в Сухуме. В ходе заседания было отмечено, что для закрытия свалки в районе Маяка необходимо строительство полигона с сортировочным оборудованием, способного принимать такие же объемы мусора. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия возможно путем согласования в рамках межправительственной комиссии Абхазии и России, перенаправления на строительство полигона в Гулрыбском районе части
части средств, предусмотренных в рамках инвестиционной программы. Следующее заседание межправкомиссии состоится в мае. По итогам заседания было принято решение о том, что свалка в районе Маяка будет закрыта 30 ноября текущего года. За это время будут проведены все необходимые мероприятия для строительства и ввода в эксплуатацию полигона для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям. Между тем, все это время сотрудники столичного спецавтохозяйства собирали мусор на территории своего гаража. Мусором уже заполнены контейнеры и все 250 машин. Как будет решаться этот вопрос? Когда и куда смогут беспрепятственно вывозить мусор сотрудники коммунального хозяйства столицы? Мы побеседовали с главой администрации Сухума Адгуром Харазия. Адгур Рафитович, проблема утилизации мусора в Абхазии не первый год стоит очень остро. Население Маяка не раз организовывало вот такие акции протеста, и руководством республики даются такие вот обещания, что этот вопрос будет решен. Как вы думаете, ваше мнение, почему этот вопрос до сих пор вот так остро стоит и практически не решается? Ну, должен сказать, что это мировой вопрос. Во всем мире стоит вопрос утилизации мусора, и в полной мере мало кому это удалось сделать. Только самые богатые страны смогли это сделать. Для примера, в соседней России только 4% мусора перерабатывается. Это огромная Россия, которая имеет огромный экономический потенциал. Конечно, первая причина – это наша слабая экономика. Представьте себе, что самый маленький перерабатывающий завод стоит 6 миллиардов рублей, а наш собственный бюджет 2 миллиарда 700 миллионов. Как можно, имея 2 миллиарда 700 миллионов, потратить 6 миллиардов на строительство завода? Понятно, что это невозможно сделать. Ни одна страна не начинала строительство своего государства с мусора, потому что любая страна начинает с экономики. Они сперва доводят экономику до определенного уровня, потом начинают заниматься экологическими вопросами. К сожалению, все эти годы, все 25 лет мы ничего не смогли сделать в области экономики. Я имею в виду ничего прорывного, ничего такого, что смогло бы поставить Абхазию, сделать Абхазию самодостаточной. Представьте себе, сегодня сальдо 1 к 7. Я расшифрую, что это такое. Это значит, что мы завозим товаров на 7 рублей, вывозим на 1 рубль. Вывозишь меньше, чем завозишь, ты вымываешь деньги. В стране нету денег. У нас в стране в 7 раз меньше денег, чем его должно быть в обороте. Поэтому мы так бедно живем. Абхазия очень благоприятный регион, несмотря на сложности, несмотря на то, что мы не можем выйти и торговать ни с одной и другой страной, кроме как с Турцией и с Россией. Но все равно в Абхазии есть такие вещи, которые, создавая которые, мы можем выйти на достаточно высокий уровень экономики. Только после этого мы можем построить завод. Сегодня говорить о строительстве завода – это просто обман. Я не хочу, чтобы кто-то в нашей стране был обманутым. Ни один президент, ни одно правительство сегодня не в состоянии построить завод. Это нереально. Я прекрасно понимаю людей, которые живут возле этой свалки, но другого выхода у нас нет. Если вариант выброса мусора рассматривать в другом районе, тогда любой житель другого района спросит, а почему в моем районе вы хотите выбросить свой мусор? У каждого района есть свой мусор. Мы добавляем к ним еще сухумский мусор. Никто
не захочет этого. 30 ноября текущего года Сухумская городская свалка будет закрыта. Перспектива дальнейшей этой свалки, вот она будет просто закрыта или там какие-то работы будут произведены? Ничего такое пока не планируется, потому что на это тоже требуются очень большие средства, которых в государстве нету. Но свалка имеет свойство сама перерабатывать себя. Со временем это ветра будут наносить туда почву, и она сама, вот, если вы заметили, свалка начиналась в конце проспекта Мира. Сейчас там, если вы посмотрите, свалки вообще не видно. Оно все заросло лесом, землей, и никто не может сказать, что там когда-то была свалка. Конечно, со временем все это место, оно тоже зарастет, и лет через 20 вообще следов этой свалки там не будет. Другое дело, я за то, чтобы, конечно, был какой-то план его рекультивации. И там хорошее озеро, можно хорошую курортную зону там сделать. Но это все в перспективе, такого плана не существует. Но я многим инвесторам предлагал, если они уберут свалку, чтобы они в курортных целях могли это озеро использовать. Но пока в связи с тем, что в Абхазии очень высокая криминогенная ситуация, никто сюда не идет. Мы должны сперва начать с криминала, с экономики, потом только пойдут инвесторы. Эти вещи, они очень взаимосвязаны. 4 апреля была начата акция протеста жителей Маяка, и она продолжается по сей день. Мусоровозочные машины не имеют возможности выбрасывать мусор на территории Сухумской свалки. Какой вы видите выход из ситуации? Ну, выход мы найдем, но это будет только временный выход. Я пока не хочу раскрывать все. Продумана эта схема, и мы не оставим город в мусоре. Хотя я хочу обратиться вот к тем забастовщикам и спросить, вот представьте себе на минуту, что в городе мы не будем вывозить мусор. Что будет в городе? Это же их город. Представьте себе, в детских садах, в школах, в больницах, если останется мусор. Возле мусора сразу возникают всякие паразиты, крысы, разносчики болезней. И они с этими болезнями зайдут в детские сады, в школы, в больницы, в дома людей. Что произойдет? Это произойдет эпидемия всяких болезней, от которых мы никогда не сможем избавиться. Поэтому, прежде чем что-то делать, надо думать о последствиях того, что ты делаешь. Можно митинговать, но в специально отведенных местах. Нельзя перекрывать дороги. Это не путь к созиданию. Это путь назад. Недопустимо в городе, чтобы оставался мусор. Это закончится катастрофой для города. А куда вывозится вот все это время мусор, который в городе накапливается? Ну, у нас 6 МУПов, и они, каждый из этих МУПов имеет свои гаражи, и мы свозим все это в гаражи. Но это временная мера, это процесс не бесконечный. Конечно, они все заполнятся, и мы дальше не сможем их вывозить в эти места. Но я еще раз говорю, мы уже нашли решение в плане того, что в городе мусора не будет. Другое дело о перспективе, если говорить, это, конечно, должна быть государственная стратегия, выработанная в этом плане. Я надеюсь, что сегодняшние события заставят власти еще раз подумать об этом и где-то в инвестпрограмме указать строительство этого завода с тем, чтобы из года в год, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы через 10 лет, чтобы мы имели полноценное предприятие. В
В Гале завершилась диспансеризация жителей района, проводимая в рамках республиканской диспансеризации населения страны. Мероприятие организовано Министерством здравоохранения Абхазии при поддержке сводного медицинского отряда Федерально-медико-биологического агентства России. По завершении основных этапов диспансеризации будет оформлена постоянно действующая мобильная группа из числа специалистов ФМБА, которая будет работать по тем направлениям и специальностям, которые на сегодняшний день не представлены в номенклатуре системы здравоохранения Абхазии. А те пациенты, у которых будут выявлены заболевания, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, будут в установленном порядке направляться в учреждения ФМБА России, либо в центральные медучреждения республики, где будет возможность оказать эту помощь. Всего в Галском районе было обследовано около 2000 человек, из них более 500 детей. О том, какова статистика заболеваемости в районе и какие тяжелые и опасные для жизни заболевания были выявлены в ходе диспансеризации, нам рассказала начальник лечебно-профилактического управления Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба. Наиболее часто встречающиеся патологии – это заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте заболевания верхних дыхательных путей. И третье – это наиболее по Гальскому району стало очень актуально – заболевания сахарным диабетом. Это эндокринные заболевания. Что касается детей, на первый план выступает неврология. Большой процент детей с неврологической патологией, и на втором месте дыхательные пути. Что касается заболеваний туберкулезом, если в 2012 году было выявлено 14 заболевших туберкулезом, то в этот раз статистика нас более радует, только 10 человек. Это тоже немало, но в сравнении это положительная динамика. Что касается обследования, значит, была проведена маммография. 35 женщин было обследовано. Радует то, что нет онкологии. Ни взрослой онкологии, ни детской не выявлено. Выявлен один случай, такой редко встречающийся, перелом тазобедренного сустава у молодой женщины. Начали выявлять на фоне чего, и выяснилось, что на фоне туберкулезного процесса именно в кости. Да, это бывает редко и в таком возрасте. Был такой, значит, случай. Еще был случай с острым коронарным синдромом. Женщину прямо с диспансеризацией отправили в Центральную районную больницу. 9 апреля городу-герою Тхуарчалу исполнилось 77 лет. В честь Дня города здесь прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие вице-премьер-министр финансов Джан Сухнанба, министр иностранных дел Даур Кове, депутаты Народного собрания Абхазии. Состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим защитникам Отечества, а в Доме культуры прошло торжественное собрание. Глава администрации Тхуарчалского района Аида Чачхалия поздравила собравшихся с праздником и поблагодарила всех, кто приехал на празднование Дня города из других городов и районов страны. Вице-премьер-министр финансов Джан Сухнанба зачитал поздравительный адрес президента Рауля Хаджимба. Жителей города приехал поздравить Государственный академический ансамбль народного танца Адыгея Нальмес, который выступил на сцене Дома культуры с сольным концертом. В день рождения Тхуарчала в центре города был торжественно открыт фонтан. Главный фонтан парка отдыха был отреставрирован в рамках проекта «Совместное интегрированное развитие общин в Абхазии» при поддержке местной администрации. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Тхуарчал, завершились народными гуляниями и красочным салютом. Дорогие тхуарчалцы, дорогие наши гости, поздравляю вас с праздником, с днем рождения нашего города. Сегодня у нас происходит замечательное событие – открытие отреставрированного фонтана. Наверное, старожилы помнят этот фонтан, я не помню. Но многие стоящие здесь, наверное, отдыхали у этого фонтана. И сегодня нам предоставилась возможность отреставрировать, благоустроить этот парк. И это, я уверена и надеюсь, что будет излюбленным местом отдыха тхуарчалцев. 14 апреля исполняется 25 лет со дня образования Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. В честь юбилейной даты в Сухуми прошли праздничные мероприятия, в которых принял участие президент Рауль Хаджимба. Поздравить коллег из Южной Осетии приехала делегация, возглавляемая председателем Комитета по налогам и сборам Юго-Осетинской Республики Владимиром Каджаевым. Мероприятия, посвященные юбилею ведомства, начались с церемонии возложения цветов к мемориалу погибших защитников Родины в Парке Славы в Сухуми.
налогами. Затем в конференц-зале Кабинета министров состоялось торжественное заседание. Министр Даур Курмазия рассказал об основных этапах становления и развития налоговой службы и об ее достижениях в последние годы. Сотрудников организации поздравили спикер парламента Валерий Кварчия, представители различных ведомств и организаций Абхазии, Верховного суда, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, МВД. В ходе торжественного заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством по налогам и сборам Абхазии и Комитетом по налогам и сборам Южной Осетии. Под документом подписи поставили руководители ведомств Даур Курмазия и Владимир Каджаев. На торжественном заседании с поздравительной речью выступил президент Рауль Хаджимба. Налоговая служба всегда являлась надежной опорой государства и гарантом экономической безопасности страны. За последние годы в деятельности ведомства произошло много изменений, обеспечивающих его полноценное становление и функционирование, отметил в частности в своем выступлении глава государства. Рауль Хаджимба подчеркнул, что в системе налоговых органов трудились и трудятся квалифицированные специалисты. Им на смену приходят новые молодые кадры. Ежегодно накапливается опыт качественного налогового администрирования. Растут собственные доходы государственного бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы и увеличения объемов налоговых платежей предпринимателей. В то же время, как отметил президент, фискальная политика государства не должна быть тяжелой для одних налогоплательщиков и лояльной к другим. Реализация именно этой задачи и возложена на налоговые органы. Другой стороной такого подхода должен стать регулирующий характер налоговой системы, способствующий развитию собственной экономики и поддержке отечественного предпринимательства. Отношение государства в лице его фискальных органов к налогоплательщику любого уровня должно строиться на взаимном доверии и уважении, гарантированном соблюдении его прав, четкости и обоснованности требований на основе нашего законодательства в этой сфере. 15 апреля 25 лет со дня основания отметит и прокуратура Абхазии. В преддверии празднования юбилея главного следственного органа страны гость нашей программы – заместитель генерального прокурора Абхазии Георгий Аршба. Георгий Вахтангович, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь разрешите вас поздравить с вашим профессиональным праздником, который вы будете отмечать совсем скоро, 15 апреля, день основания прокуратуры. Спасибо от себя лично, от всего коллектива. Вам большое спасибо. 25 лет прошло со дня основания прокуратуры Абхазии. Какие вы можете основные этапы становления выделить? Конечно, менялось и уголовно-процессуальное законодательство, уголовное законодательство. До признания независимости Республики Абхазия, конечно, мы находились несколько в ином, другом поле. После признания Республики Абхазия, конечно, у нас появилась возможность международного сотрудничества. Это прежде всего, конечно, с Российской Федерацией. Были заключены международные договора о взаимодействии, были также подписаны договора о сотрудничестве. В результате этих соглашений обе стороны договорились, что они будут осуществлять международную деятельность в части защиты прав и интересов граждан, обмениваться информациями. Также в развитии этих соглашений наши сотрудники выезжают в Российскую Федерацию, обычно это в Академии Генеральной прокуратуры в Москве и Санкт-Петербурге, проходят обучение по повышению своей квалификации. Для них, в принципе, созданы условия, которые позволяют повышать их профессиональный уровень. Ну и с абхазской стороны также есть такие же условия. К нам приезжают российские коллеги, которые проводят за круглыми столами и обсуждают наиболее актуальные вопросы взаимодействия. Проводятся межведомственные совещания. Мы обмениваемся нашей практикой, они, соответственно, говорят об их практике. А насколько часто встречаются
у вас дела, которые ведут совместно Генеральная прокуратура России и Абхазии? Наше производство, так скажем, оно позволяет нам только вместе проводить следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по так называемым международным поручениям. Вместе мы, естественно, и у Российской Федерации есть такие полномочия. Они в отношении граждан, если совершаются преступления на территории Абхазии, возбуждают уголовные дела наряду с нами, потому что у нас также, если кто-то из граждан Российской Федерации подвергся какому-нибудь преступлению, нападению, соответственно, мы тоже возбуждаем дело и защищаем их интересы. Эти граждане у нас могут рассматриваться как потерпевшими, как и обвиняемыми. И для сбора необходимой информации, характеризующих данных, мы в рамках международного сотрудничества направляем поручения и получаем соответствующие материалы, которые необходимы для расследования. Те задачи и цели, которые стояли перед Генеральной прокуратурой 25 лет назад, и те задачи и цели, которые сейчас стоят перед организацией, отличаются ли они? Конечно, идут процессы, развивается экономика, развивается и законодательство, оно меняется. Мы с учетом наших тоже полномочий обладаем правом законотворческой инициативы. Мы готовим проекты в парламент Народного собрания Республики Абхазия. Таких проектов у нас много, они находятся на стадии рассмотрения. Есть за этот период проекты, которые были инициированы прокуратурой, и они находятся сейчас в действии. Здесь есть вопросы, связанные с изменениями в уголовном законодательстве, уголовно-процессуальном законодательстве. То есть это касается, если брать уголовное законодательство, это ужесточение некоторых видов наказания, и, соответственно, мы там принимали участие, мы их инициировали, и, соответственно, наши проекты, они были реализованы, и сейчас, в настоящее время, мы пользуемся этим законодательством. Если касаться уголовно-процессуального законодательства, мы вводили такие должности, как следователь-криминалист. Это тоже облегчает работу предварительного расследования, потому что то или иное лицо, следователь, наделяется соответствующими процессуальными полномочиями. Все это было обусловлено и направлено на более эффективную работу следствия. Были законопроекты о реформе самой даже структуры прокуратуры. Но этот закон пока не получил какого-то рассмотрения должного, он находится на стадии рассмотрения, но я думаю, что пока мы в условиях речь идет о создании Следственного комитета, по аналогии, может быть, с российским проектом. Насколько обеспечена организация профессиональными кадрами? Много ли к вам приходит молодежи, желающей служить? Большинство сотрудников, которые трудятся в органах прокуратуры, это выходцы из Абхазского государственного университета. Но также есть и выходцы из российских вузов. Соответственно, есть такой институт общественных помощников в прокуратуре. Мы приглашаем молодых специалистов поработать при отсутствии вакансий на этих должностях. Естественно, в процессе работы мы смотрим на них, мы определяем их профессиональные качества. Там вопросы трудовой дисциплины, исполнительской дисциплины. Все знание, естественно, предмета, да и само даже желание, потому что молодой специалист, он, попадая на работу в органы прокуратуры, сталкивается с многими серьезными процессами, где нужна и выдержка, где нужно иметь стальные нервы,
тактику, какую-то, значит, ну, имеется в виду и внутреннюю какую-то энергию, которая придает молодым людям, значит, не считаться ни с личным временем, ни с какими-то личными обстоятельствами и отдаваться работе. Каких видов преступлений в последнее время становится больше, а каких меньше, если можно так сказать? Ну, у нас традиционно преступления, если вот по анализу 2018 года даже проводить, мы недавно подводили итоги, количество грабежей, разбоев и самое главное, это преступления, совершенные с незаконным оборотом наркотиков. Вот здесь наибольшее количество дел. Эти дела находятся в настоящее время в производстве следователей, как следователи МВД и прокуратуры. Большое количество дел рассматривается в судах, соответственно, вот эта категория дел наиболее превалирует. Ну, хочу сказать, что такие дела особо тяжкие, как убийство, их количество сократилось, но где-то находится на, скажем так, небольшом отрыве от прошлых лет. Насколько плодотворно прокуратура сотрудничает с другими правоохранительными структурами Абхазии? Бывают ли случаи, когда судебные органы возвращают дела на доследование? И как часто, если бывают? Законом определена координирующая роль правоохранительных органов в прокуратуре. Прокурор является координатором правоохранительных органов в борьбе с преступностью. Ежегодно, и это отражено в нашем законе и в положении, прокурор обязан не реже 4 раза в год проводить координационные совещания с руководителями правоохранительных органов. На этих совещаниях заранее обсуждается тематика проведения этих совещаний. Она складывается из той ситуации, которую мы наблюдаем. Там обсуждаются наиболее актуальные вопросы. По результатам рассмотрения этого координационного совещания составляется решение, которое обязательно для исполнения участников координационного совещания. Если ко второй части вопроса перейти, уголовные дела, направленные прокурором в суд, это дела, как вы понимаете, не только расследовались органами прокуратуры, но и следователями органов внутренних дел, другими ведомствами, службы безопасности, рассматриваются судами разной подсудности. И, соответственно, если судом были установлены грубые нарушения закона, они возвращаются для дополнительного расследования и устранения нарушений закона прокурору. Такое количество, ну, можно сказать, небольшое. Есть и оправданные, соответственно, лица, которые, по мнению суда, не нашли своего подтверждения, доказательства, по которым были эти дела рассмотрены. И у нас есть право эти дела обжаловать. Мы делаем это регулярно, если мы считаем, что в данном случае решение суда не объективно или построено, ну, как-то на одностороннем порядке. Законом предусмотрено обжалование решения судов. Вот. Такая практика существует. Это наш способ, скажем так, выразить свое мнение по отношению к судебному решению. Спасибо вам за беседу. Я еще раз поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Выражаю вам признательность в преддверии нашего праздника. Находитесь у нас. Я хочу еще раз сказать, что работа прокуратуры, она в принципе прозрачна. Она строится на гласности. У нас имеется и сайт соответствующий, где мы публикуем наиболее важные события в прокуратуре, да и просто информацию. На сайте может гражданин и обратиться к нам с письменным заявлением. Регулярно сайт просматривается, почта поступает. Хочу сказать, что число обращений граждан в прокуратуру ежегодно увеличивается. Это, с одной стороны, говорит о доверии
простых рядовых граждан к нашим органам. Ну, с другой стороны, надо и посмотреть категорию этих обращений, на какие все-таки процессы люди больше обращают нам внимание. 8 апреля в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялось закрытие второго Сухумского международного кинофестиваля СИФ-2019. В течение 3 конкурсных дней были показаны 30 короткометражных фильмов от начинающих и уже опытных режиссеров из разных стран мира. На суд абхазского зрителя и, конечно же, профессионального жюри, в состав которого вошли известный российский кинорежиссер Алексей Федорченко, актриса театра, кино и телевидения Ирина Волкова, российский режиссер Нигина Сайфулаева, известный голландский кинокритик Майк Навс и абхазский режиссер Ада Квирая, были представлены картины самых разнообразных жанров. 3-е место досталось режиссеру Антону Мамыкину за киноленту «Белым по черному». В этом году 2-й приз решили упразднить и разделить гран-при между 2 фильмами «Она» режиссера Мора Рака Косова и «Месье Эндерсон» Тома Скои, Франция. Приз зрительских симпатий заслужила картина «Франко» режиссера Дмитрия Семенова-Олейникова из Белоруссии. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии. В частности, согласно плану, регистрация инициативных групп и партий пройдет с 22 мая по 11 июня. Выдвижение кандидатов в президенты также с 22 мая по 11 июня. Списки избирательных округов должны быть опубликованы за 50 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов в президенты пройдет в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов. В Абхазском государственном университете стартовала Олимпиада для школьников «Путь к вершинам». Такого рода конкурс организован университетом впервые, и основная его цель – оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе профессии. С 12 по 14 апреля выпускники школ пройдут Олимпиаду по профильным предметам. Победители будут зачислены в АГУ без вступительных экзаменов. В первый день Олимпиада прошла по биологии, химии и географии. В конкурсе приняли участие порядка 50 выпускников из разных городов и районов Абхазии. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго!